Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире информационная программа «Время». В студии Амина Зухурова с самыми важными новостями на сегодня. 23 сентября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в Нью-Йорке встретился с управляющим директором Всемирного банка госпожой Анной Берди. В ходе встречи был рассмотрен процесс развития сотрудничества Таджикистана со Всемирным банком. 23 сентября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в Нью-Йорке встретился с управляющим директором Всемирного банка госпожой Анной Берди. В ходе встречи был рассмотрен процесс развития сотрудничества Таджикистана со Всемирным банком. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, назвал Всемирный банк основных партнеров Таджикистана по развитию и выразил признательность его руководству за плодотворное сотрудничество. Было уделено отдельное внимание развитию взаимодействия в сфере гидроэнергетики и финансированию проектов в этой отрасли. Стороны обменялись мнениями относительно обеспечения устойчивого различных отраслей экономики Таджикистана, в частности, сфер промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры и коммуникаций, цифровизации, образования, частного сектора, а также создания новых рабочих мест, улучшения социального положения населения. Другими темами беседы были эффективная реализация проекта по политике поддержки, развитие и разработка новой стратегии сотрудничества между Таджикистаном и Всемирным банком на ближайшие 5 лет. Состоялся обмен мнениями по вопросам последствий изменения климата и ситуации с безопасностью в регионе и мире, которые оказывают негативное воздействие на выполнение планов и перспективы развития. Плодотворная беседа также состоялась вокруг других вопросов, представляющих взаимный интерес. 23 сентября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, принял участие и выступил с речью в дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. The Assembly will hear an address by His Excellency Emomali Rahmon, President of the Republic of Tajikistan. I request the protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. «23 сентября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, принял участие и выступил с речью в дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. В начале своего выступления президент нашей страны, уважаемый Эмомали Рахмон, искренне поздравил глав стран-членов организации с 80-й годовщиной принятия Устава Организации Объединенных Наций. Уважаемый Эмомали Рахмон также поделился своими размышлениями о том, что современный мир сталкивается с состоянием нестабильности, неопределенности и возрастающей сложности, а также с последствиями изменения климата, подчеркнув при этом важную роль Организации Объединенных Наций в качестве платформы для диалога, сотрудничества, а также укрепления глобального мира и безопасности. Он призвал страны мира предпринимать совместные и последовательные усилия по сохранению этой истины и возврату к полному соблюдению международного права. В этом контексте также было отмечено, что важным и своевременным шагом также считается укрепление равноправного сотрудничества между малыми и большими государствами. Отметив сложное положение развивающихся стран, особенно горных и не имеющих выхода к морю, президент подчеркнул необходимость принятия серьезных мер по обеспечению финансирования, устойчивого развития и улучшению доступа к финансовым ресурсам. Было подчеркнуто, что Таджикистан поддерживает эффективные и справедливые реформы международных финансовых механизмов. Было отмечено, что многие развивающиеся и наименее развитые и уязвимые страны по-прежнему страдают от последствий экономических и финансовых кризисов, бедности, инфекционных болезней, в том числе COVID, стихийных бедствий и отсутствия продовольственной безопасности. Глава нашего государства призвал уделять особое внимание принятию эффективных мер по оказанию финансовой поддержки данной группе государств. Особое внимание было обращено на проблемы, связанные с изменением климата, которые создают серьезные препятствия на пути достижения целей устойчивого развития в различных странах мира, в том числе и в Таджикистане.
Было отмечено, что последствия изменения климата и повышения температуры привели к быстрому таянию ледников и ухудшению состояния морских и океанических экосистем. Мы не должны оставаться безучастными к процессу решения проблем, связанных с источником жизни человечества, то есть воды, подчеркнул лидер нашего государства, уважаемый Эмомали Рахмон. Глава нашего государства привлек внимание участников высокого уровня к очередной инициативе Таджикистана в водной сфере и практическим мерам, разработанным Таджикистаном в рамках Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы, и призвал государства-члены и заинтересованные стороны принять активное участие в работе следующего мероприятия Душанбенского водного процесса, международной конференции высокого уровня, которая состоится в 2026 году в Душанбе. Было подчеркнуто, что мировое сообщество сегодня является свидетелем игнорирования и нарушения норм международного права, являющихся фундаментом порядка, мира и стабильности в мире. Мы подчеркиваем важность строгого соблюдения международных законов, решения всех конфликтов и противоречий в рамках закона, заявил президент нашей страны, уважаемый Эмомали Рахмон. Глава нашего государства с глубоким осознанием этой реальности предложил Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций рассмотреть возможность объявления Международного года правового просвещения. Он призвал все государства-члены присоединиться к этой инициативе и укрепить глобальную культуру прозрачности и справедливости. В ходе своего выступления уважаемый Эмомали Рахмон также обратил внимание на ускоренное внедрение цифровых технологий и правильное использование искусственного интеллекта для достижения целей устойчивого развития, на новые угрозы безопасности, особенно киберпреступности, подчеркнув, что кибербезопасность должна быть важным компонентом коллективной безопасности. Было отмечено, что соответствующие органы Организации Объединенных Наций, особенно ее управления по борьбе с терроризмом, могут внести эффективный вклад в комплексную реализацию глобальных контртеррористических стратегий и программ и усилить поддержку государств-членов в этой области. Уважаемый Эмомали Рахмон заявил, что Таджикистан выступает за разрешение всех споров и конфликтов политико-дипломатическими средствами. В этой связи лидер государства вновь напомнил о своей новой инициативе по принятию специальной резолюции Организации Объединенных Наций об объявлении десятилетия укрепления мира во имя будущих поколений. Было подчеркнуто, что в условиях противоречивой обстановки в сегодняшнем мире данная инициатива создаст основу для международного сотрудничества во имя достижения прочного мира. Президент нашей страны призвал все государства-члены поддержать это предложение как ради стабильности нашей сегодняшней жизни, так и лучшей жизни будущих поколений. Уважаемый Эмомали Рахмон также отметил, что решение палестинского вопроса и прочного мира на Ближнем Востоке возможно только на основе выполнения резолюции Организации Объединенных Наций и формулы двух государств. В этой связи глава нашего государства призвал к установлению устойчивого прекращения огня в секторе Газа и обеспечению доступа к гуманитарной помощи. Было отмечено, что Таджикистан также выступает за обеспечение мира и стабильности, полной безопасности и социально-экономического развития в Афганистане. Таджикистан поддерживает всестороннюю реформу Организации Объединенных Наций в контексте инициативы программы Организации Объединенных Наций 80, Организация Объединенных Наций 2.0 и введение генерального секретаря о современной системе Организации Объединенных Наций, отметил глава нашего государства, уважаемый Эмомали Рахмон. Кроме того, было отмечено пакт во имя будущего как важную коллективную инициативу, направленную на содействие миру и устойчивому развитию. В завершение своей речи президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что наша страна готова к сотрудничеству со странами-партнерами и всеми государствами-членами Организации Объединенных Наций в достижении этих целей и решении других актуальных вопросов глобальной повестки.
26 сентября в 9 часов состоится третья сессия Маджлиса народных депутатов города Душанбе 7-го созыва. В повестку дня третьей сессии Маджлиса народных депутатов города Душанбе 7-го созыва включены вопросы реализации государственной комплексной программы развития экологического воспитания и просвещения населения Республики Таджикистан на 2021-2025 годы и хода выполнения плана мероприятий исполнительного органа государственной власти города Душанбе по этому направлению. На сессии также будет рассмотрена государственная программа развития дошкольного образования в Республике Таджикистан на 2020-2025 годы и ход выполнения плана мероприятий исполнительного органа государственной власти города Душанбе в этой сфере. В Душанбе продолжаются работы по благоустройству и озеленению города. На улицах и проспектах столицы активно высаживаются декоративные цветы. В процессе участвуют сотрудники муниципальных структур районов, а также работники парков и зон отдыха, выполняя намеченные мероприятия по созданию красоты и уюта в каждом уголке города. Столица, благоухающая яркими красками и цветочными композициями, сегодня по праву считается безопасным, стабильным и привлекательным местом для проведения мероприятий мирового уровня. Каждый год она радует жителей и гостей новыми цветочными решениями и зелеными уголками. Сотрудники муниципальных структур, включая дорожно-эксплуатационные управления всех 4 районов, ежедневно проводят работы по озеленению и посадке деревьев. В этом сезоне после завершения агротехнических мероприятий в отдельных районах города продолжается высадка декоративных сезонных цветов. Благодаря усилиям работников муниципальных структур и представителей профильных учреждений преобразились улицы и площади Душанбе. Проспект Рудаки, площадь Дусти украсили яркие цветочные композиции и уникальные декоративные элементы, сделав их еще более привлекательными для прогулок. Все мероприятия реализуются с учетом рекомендаций специалистов и адаптированы к климатическим особенностям Таджикистана. Озеленение столицы набирает обороты в соответствии с утвержденными планами и при активном участии работников этой сферы. Кампания по благоустройству и озеленению – это не только эстетика, но и символ стремления превратить Душанбе в настоящий зеленый город, место красоты, отдыха и вдохновения для жителей и гостей столицы. При управлении Министерства внутренних дел Республики Таджикистан города Душанбе функционирует Общественный совет по содействию гражданскому обществу в реформе милиции. Одним из направлений деятельности совета является организация отчетности районных инспекторов перед жителями обслуживаемой территории. Очередное мероприятие по этому вопросу прошло в зале среднего общеобразовательного учреждения номера 32 района Сино города Душанбе. Подробности в нашем сюжете. Привлечение гражданского общества для решения ряда важных вопросов в различных сферах является необходимостью и требованием времени. Именно с пониманием этой стороны вопроса при управлении Министерства внутренних дел Республики Таджикистан в городе Душанбе был создан Общественный совет по содействию гражданскому обществу в реформе милиции, который в настоящее время работает в нескольких направлениях. Его члены совместно с правоохранительными органами столицы регулярно принимают эффективные меры для улучшения работы сферы и повышения сотрудничества населения с милицией. В этой связи также организуются различные просветительские и информационные мероприятия с привлечением населения и районных инспекторов в городе Душанбе. Очередное мероприятие, на котором приняли участие районные инспекторы и активисты, было организовано в зале средней общеобразовательной школы номер 32 района Сино. В нем районные инспекторы участков номер 21 и 33 Управления Министерства внутренних дел 1 района Сино представили свои отчеты. На данном заседании участники высказали мнение о процессе реформы милиции и сотрудничестве внутренних органов с населением, а также о повышении доверия граждан к милиции.
Отмечается, что организация таких мероприятий создает благоприятные условия для предупреждения преступлений, снижения числа неприятных инцидентов в городе, а также обеспечивает безопасность жителей. В ходе проведения мероприятия выступили районные инспекторы, и было отмечено, что с каждым днем рабочее состояние районных инспекторов милиции улучшается. Они обеспечены благоприятными условиями труда, современными помещениями, необходимым оборудованием. Жители также выразили мнение о тесном сотрудничестве и связи с милицией, отметив их вклад в пропаганду здорового образа жизни, повышение уровня образования населения и охрану общественного порядка. По инициативе финансово-экономического факультета Национального университета Таджикистана на базе кафедры экономической и туристической географии в честь Международного дня туризма, который ежегодно отмечается во всем мире 27 сентября, была проведена республиканская научно-практическая конференция на тему «Актуальные проблемы развития сферы туризма в современных условиях». По данному мероприятию подготовлен репортаж. Следующее мероприятие было открыто представителями Таджикского национального университета, которые отметили, что туризм в Таджикистане является одной из отраслей экономического развития страны, которая в последние годы стремительно развивается. Таджикистан обладает богатым историческим и культурным наследием, а также природными ресурсами, что создает реальные возможности для привлечения большого числа иностранных туристов. С учетом этих факторов правительство Республики Таджикистан объявило туристическую отрасль приоритетным направлением экономической политики страны. Было подчеркнуто, что Всемирный день туризма учрежден Генеральной Ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в Испании и ежегодно отмечается 27 сентября. Эта дата выбрана потому, что именно 27 сентября 1970 года была принята Хартия Всемирной туристской организации. Следует отметить, что Таджикистан – это страна образованных и гостеприимных людей, страна сладких фруктов, уникальная с точки зрения климата, погоды, природных пейзажей, высоких гор, огромных ледников, целебных вод, озер и чистых родников, флоры и фауны, а также народных обычаев и традиций. По всем этим показателям страна является уникальной и отличным местом для путешествий и туризма. Кроме того, в ходе мероприятия другие участники отметили, что с учетом этих факторов и с целью улучшения социально-экономического состояния регионов страны, обеспечения населения продуктивной занятостью и повышения экономической активности жителей, цель организации и празднования даты 27 сентября как Всемирного дня туризма заключается в продвижении туризма, отражении роли туристической отрасли в развитии мировой экономики и укреплении дружественных и сотрудничественных связей между странами и народами мира. Дорогие телезрители, это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нашим каналом. Всего доброго!